Мы построили двухэтажный большой дом параметрами 8 на 10 в местечке Дырнос. Сейчас вам покажу планировку и расскажу о конструктиве. Первый этаж. Заходим и попадаем в тамбур. Тамбур нам нужен, чтобы теплый воздух не выходил из дома при открывании двери. Раздеваемся. Круто. Рядом находится котельное помещение. Дрова-пелеты быстро занесли. Грязь не тащим в дом. Все рядышком. Очень удобно. Проходим дальше. Здесь уже чистая зона. Санузел. Круто. Проходим дальше. Кухня, гостиная и постирочная. Обратите внимание, что котельная, санузел и кухня находятся по одной стороне. Легко провести коммуникации. Переходим ко второму этажу. Поднимаемся на второй этаж и видим 4 комнаты. Одну из них можно сделать под кабинет или гладильную, хозяйственное помещение. У нас остается еще 3 комнаты. Здесь можно, допустим, сделать второй санузел и гардеробную, то есть на вкус и цвет. Фундамент в доме. Железобетонные сваи. Далее на оголовник мы положили рубероид, как гидроизоляционный слой. Все сваи обвязали брусом 200 на 200. Это большой надежный брус, на который ложится вся нагрузка дома, а также половых лаг. Дальше. Вот второй брус. Это брус сечением 150 на 200, тоже большой. Для чего мы его сделали? А чтобы врезать в него большие лаги большого сечения. Это лаги сечением 100 на 200. 20 сантиметров позволяет утеплить пол как минимум 20 сантиметрами базальтового утеплителя, то есть пол будет теплым. Между лагами мы сделали расстояние 580 миллиметров уже под маты, под утеплитель. Мы заранее это продумали. Что по первому этажу, что по межэтажному перекрытию, что по перекрытию второго этажа. Обратите внимание на качество пиломатериала. Это пиломатериал первого и второго сорта. Мы его отбираем. Здесь допустим небольшой обзол. Никакого гнилого бруса, болотистого в наших домах вы не увидите. Качественный и красивый. Только такой увидите. Вот мы поднимаемся на второй этаж. Лестницу освещает вот такой замечательный окно. На втором этаже небольшой холл. И 3 спальни. Раз, два, три. Пару слов о том, как мы сделали кровлю. Сначала мы сделали стропильную систему с шагом 580-590 мм из доски 50 на 150. Далее у нас пошла гидропароизоляционная пленка Изоспан А, плотная, надежная, работающая как ниппель. Она дорогая пленка, то есть она с внутренней стороны конденсат выпускают наружу, а с наружной стороны не пропускает. То есть если в утеплителе появится влага, она спокойно выйдет. Это очень важно. Далее мы сделали контрабрешетку из бруска 50 на 50. То есть между брусками происходит вентиляция. То есть этот конденсат, он выдувается из-под кровельного пространства. Поверх брусков мы сделали обрешетку из доски дюймовки, на которую уложили уже кровельное покрытие. В данном случае это металлочерепица. По крыше для надежности мы применили очень много крепежных элементов. Это усиленные уголки, скрепленные саморезами желтыми и глухарями, а также шпильки, которые, если присмотритесь, вы увидите, тоже для надежности. Мы применяем очень много крепежных элементов. Вот они, и не только. Если обратите внимание на стропильные ноги кровли, как они примыкают к маурлату, то есть верхнему брусу, то там тоже есть крепежные элементы. Это усиленные уголки, которые мы крепим и на саморезы, желтые, надежные, но еще и дополнительно также на глухари, для надежности. Если вам необходимо построить такой же качественный и красивый дом, обращайтесь. Это компания «Центр домостроения», город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Звоните, записывайтесь на консультацию, мы проконсультируем, рассчитаем стоимость, покажем проекты. Ну а вы уже принимайте решение. Приходите, звоните. До встречи. До встречи.